С собой принесли некоторые учебные предметы. Мы надеемся, что эти предметы как-то содействуют детям Таксманского района. Тетради, обложки, ручки, карандаши, линейки, циркули, ластики, точилки, пеналы, рюкзаки. В исполкоме Народного фронта сегодня огромное разнообразие школьных принадлежностей. Юнармейцы Ингушетии собрали для своих сверстников из подшефного Токмакского района все самое необходимое для учебы. Хоть это не все предметы, но некоторые предметы им не придется покупать. Также у нас тут тетради, альбомы, карандаши. Нам помогал наш наставник Лейла Багаудиновна. Покупали всем отрядом. Младшеклассники к выбору школьных принадлежностей подошли с особым трепетом. Разноцветные фломастеры, акварельные краски, альбомы и коробка помощи от учащихся лицея Магаса получилась максимально радужной. Здесь делится все то, что пригодится и будет радовать первоклашек. Мы купили фломастеры, разные вещи для первого класса. Кисточки, стерки, карандаши и линейки. Любой ребенок ждет 1 сентября с особым трепетом, отмечают юнармейцы. Готовность протянуть руку помощи юные патриоты страны выразили сразу, как только узнали об объявленной акции. Всего в Народный фронт помощь для учеников подшефного Токмакского района передали 6 отрядов военно-патриотического движения «Юнармия», то есть 6 школ Магаса, Назрани, Малгобека, Пседаха, Сагапши и Аль-Юрта. Меня радует именно то, что наши дети хотят помочь, поделиться вот этим вот именно теплом, чем-то вот таким вот домашним. И вот сегодня родители рассказывают, что они сами прям вот рвались в магазины, на рынок, чтобы самим это все закупить, собрать. Мне кажется, именно вот то, что наши дети хотят чувствовать свою причастность к доброте, к доброму делу, это у нас в крови. Мне кажется, это именно вот что-то такое национальное. Дети действительно рады, что смогли стать частью доброго дела. Считают, что их сверстники, несмотря ни на что, должны иметь такие же возможности развиваться и познавать мир вокруг себя. Мне кажется, это все вещи очень понадобятся этим всем детям. Но мы принесли не очень много вещей для детей, но мне кажется, многие вещи тут есть, которые понадобятся для школы. Саида, приятно помогать другим детям? Очень приятно нам всем. Чтобы каждый ребенок Токмакского района получил возможность успешно начать учебный год с необходимым материалом. Главная цель доброй акции «Собери ребенка в школу». Народный фронт выразил благодарность юнармейцам за их отзывчивость. Токмакский район входит в один из новых регионов Российской Федерации. На территории этих регионов все еще продолжаются боевые действия. Эти территории полностью не очищены от бандитов и нацистов. И ребятам в таких условиях очень тяжело подготовиться к школе. И то, что вы делаете для своих сверстников, которые учатся в Токмакском районе, это большой и неоценимый вклад. Они, когда получат эти все принадлежности, тоже, я надеюсь, запишут вам большие слова благодарности. Ну и это в любом случае будет сближать ребят из Республики Ингушетия и подшефного Токмакского района. Поддержать акцию вызвались родители учащихся, которые не понаслышке знают, насколько затратно и нелегко собрать ребенка в школу. А учитывая непростую ситуацию в новых регионах страны, считают важным проявить солидарность и оказать поддержку родителям, которые желают дать своим детям качественное образование и достойное будущее. В любом случае, Акция стартовала месяц назад по инициативе главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. В эту деятельность включился региональный исполком Народного фронта, на базе которого был развернут один из пунктов сбора помощи для школьников. К мероприятию присоединились не только школьники региона, но и различные организации и просто неравнодушные жители. Мы об этом разместили информацию в социальных сетях и партнерских организациях, после чего многие откликнулись и начали приносить различные принадлежности. Карандаши, ручки, тетради, раскраски, альбомы и так далее. Все, что может понадобиться ученикам начальных классов и учащимся детских садов.
Всего помощь от Республики Ингушетия получит более 400 детей. Гуманитарную помощь для школьников Токмакского района намерены отправить в 20-х числах августа. Жители Ингушетии, желающие принять участие в акции, могут обратиться в исполком Народного фронта по адресу город Назрань, улица Чеченская, дом 8А. Диана Дударова, Алисхан Горовожев, Магаз 24.